Я помню 80-й год, когда на площади были беспорядки, на площади Свободы были беспорядки. И в моей жизни не все было гладко, не все было, не всегда было приятно и радостно. Бывали и неприятные минуты. 81 год, конечно, неприятно вспоминать. Я должен, если коротко говорить, сказать, что, к сожалению, ни в тех решениях, которые после меня, после моего освобождения здесь принимались на пленумах, ни прежде всего в решении Центрального комитета партии, причины этих событий, природа этих событий раскрыты не были. Природа одна, причины одни. Это, во-первых, имевшиеся сложности во взаимоотношениях в результате царской политики на Кавказе, сложности во взаимоотношениях осетин и ингушей еще до революции. Это наследие было. А самое главное, 44-й год и выселение ингушского народа, чеченского народа, некоторых других народов. Ну и, наконец, решение об их возвращении. Об их возвращении в те места, которые уже были заняты осетинами, и не только осетинами, там и армяне были, там и русские были, но большей частью осетины были. Они заняли эти места, они уже их обустроили, построили дома, сады, огороды, дети, семьи. И теперь уже они вот так должны были сойтись вместе. Причем ни один документ центра не обозначал, где размещать ингушей, как размещать, какими правами они пользуются, что им давать, что им не давать. Одни указания были «размещайте», я хорошо помню, другие указания были «не размещайте». Не обязательно им в пригородном районе, им там из Ставропольского края какую-то территорию выделили, по-моему, 2 района, вот там поселяются, они хотели на старые места, на свои прежние места. Они туда не шли, а нам указания, пусть там поселяются, а они туда не идут, они идут сюда.